Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Саясат Касаякат». Как всегда, мы говорим о внешней политике и международных отношениях. Сегодня тема очень актуальная. После Бишкекского саммита ШОС, это кыргызско-индийские отношения, состоялся официальный визит премьер-министра Нарендра Моди в Кыргызстан. И это довольно такое эпохальное событие для двусторонних кыргызско-индийских отношений. Для обсуждения этой темы мы пригласили, наверное, единственного специалиста в Кыргызстане по Индии, который эксперт на техническом уровне может объяснить нам, какие действительно произошли изменения в кыргызско-индийских отношениях. В гостях программы известный эксперт Евгений Николаевич Каблуков, советник-посланник Кыргызской республики. Спасибо вам большое, что вот в такое жаркое, в то же время загруженное время вы пришли для того, чтобы мы разобрали эту тему. Спасибо вам большое. И, Евгений Николаевич, тогда первый вопрос сразу. Вот, на каком уровне сегодня находятся кыргызско-индийские отношения, особенно после визита премьер-министра Индии Нарендра Моди? Ну, тут однозначно можно сказать, что действительно вот в результате визита премьер-министра Индии Нарендра Моди кыргызско-индийские отношения поднялись на качественно новый уровень. Ну, во-первых, почему? Потому что наконец-то подписана совместная декларация, указано, что в настоящее время кыргызско-индийские отношения подняты до уровня стратегического сотрудничества. Это очень важно, потому что Кыргызстан был единственной из стран Центральной Азии, у которой не было вот такого уровня партнерства. И вот в этот визит наши обе стороны подняли свои отношения до уровня стратегического партнерства. Ну, что это значит? Ну, вы прекрасно все видели, сколько мероприятий было проведено даже во время вот такого официального визита. Это был бизнес-форум. Кыргызско-индийский, да, вы имеете в виду? Кыргызско-индийский бизнес-форум, там представители 30 там, этих компаний индийских участвовали. И что отрадно было отметить, что среди них была представитель такой компании Mahindra. Это, так сказать, новый конгломерат в Индии появляющийся, если помните, там Бирла есть, Тата. Сейчас вот, такая компания Mahindra, она многопрофильная, вот, тоже, в общем-то, поднимается, она тоже, в общем-то, ищет, так сказать, сотрудничество, так сказать, с зарубежными партнерами. И вот представитель ее здесь находился, и, в общем-то, как он сам сказал, что это его, кстати, первый визит, но дальше уже будут смотреть, что здесь сделать с Кыргызстаном. Вот, была проведена выставка текстиля кыргызско-индийская. Кстати, индийский текстиль – это славится по всему мире. Вот, и действительно, здесь наши граждане, по-моему, выставка она еще до 24-го действует, и можно сходить и посмотреть. Вот, индийский текстиль, что для нашей швейной промышленности является весьма важным. То есть, наладить партнерство с индийскими коллегами, так сказать, и получать вот хорошие, качественные индийские ткани. Вот. Ну и во-первых, хотелось бы еще предварительно сказать, что действительно Индия сейчас очень старается активизировать свое сотрудничество со странами Центральной Азии. Если мы вспомним, то вот в январе этого года был проведен первый диалог Индия-Центральная Азия на уровне министров иностранных дел. Если вы помните, то вот, раньше, с 2012 года, ежегодно в регионе проводился тоже диалог Индия-Центральная Азия, но это было в рамках второй дорожки дипломатии. Да. Вы знаете, в дипломатии есть там 9 дорожек таких вот дипломатий, и вот этот диалог проходил в рамках второй дорожки. И я помню, когда работал в Индии, мы с послом посещали Министерство иностранных дел, и наша посол, она всегда, значит, поднимала вопрос о том, чтобы перевести вот этот диалог из второй дорожки на первую дорожку. И вот наконец это случилось, и вот в январе состоялся вот этот диалог в Самарканде, в Индии. А первый вот такой диалог второй дорожки, он состоялся как раз у нас в Бишкеке. В Бишкеке вот 12 июня 2012 года глава индийской делегации, первый заместитель министра, или государственный министр тогда иностранных дел Индии, Ахмед, он как раз озвучил вот новую доктрину
индийскую по отношению к Центральной Азии, это Connect Central Asia Policy, то есть соединение с Центральной Азией. Ну, можно еще назвать там поворот Центральной Азии и прочее, и прочее, прочее. То есть какая-то вот уже основа этого есть. И, кстати, следующее заседание диалога Индия-Центральная Азия будет происходить уже в самой Индии, в Дели. Естественно, наш Кыргызстан примет участие в этом диалоге. Вот. И сейчас тем более современная обстановка, которая сейчас идет в мире, она как раз способствует тому или побуждает даже Индию, в общем-то, активизировать свое сотрудничество вот с регионом. Но здесь возникает одна очень важная проблема. То, что по-английски называется connectivity, то есть наземное сообщение. И, кстати, у нас сейчас проблемы возникли не только с наземным сообщением, но и с воздушным сообщением. В результате там конфликта между Индией и Пакистаном Пакистан закрыл воздушное пространство, и для всех самолетов, которые летят в Индию, они запрещено. И даже сейчас, когда вот в мае министр иностранных дел Индии собиралась здесь на заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС, специально запрашивали разрешение у пакистанской стороны на пролет самолета. Да, такое разрешение было дано, и она пролетела. Ну, кстати, премьер-министр Индии, когда летел на ШОС, он тоже, пакистанская сторона сказала, мы разрешаем пролет, нет, но он не воспользовался. Нет, тут другой вопрос. Тут уже там надо проследить просто, что там возникло в индийско-пакистанских отношениях. Там возникла некоторая напряженность опять в Кашмире. Ну, вот из-за этого, вот. Да, конфликт? И да, как заявляли индийские представители индийского МИД, да, рассматривались два варианта через Пакистан, и запрашивали даже. Ну и рассматривался запасной вариант вот, через Оман, Иран и даже через страны Центральной Азии, Бишкек. Ну вот в связи с тем, что там опять возникла какая-то напряженность в отношениях, индийское руководство приняло решение воспользоваться вторым вариантом. Хотя он менее выгодный. Весь полет занимал 8 часов. Вот, но, нагрузка, да. Да, и вот сейчас у нас как раз вот проблема. Самолеты не летают, и сейчас у нас, например, я не знаю, не у нас, но вот у индийских студентов, которые здесь обучаются, вот начинается голова болеть. Как же они полетят на каникулы домой? Вот. Как им лететь и что? А через Москву, там, Стамбул? Ну, представляете, это какие, во-первых, трата времени, понятно, да. денег лишних, да. И прочее. Сложная, да? Вот недавно мы тут принимали одного нашего почетного консула нашей республики в Калькутте. Так он прилетал через Стамбул. Представляете, какой крюк приходится делать. Так что вот здесь вопрос о транспортном сообщении, наземном и воздушном, конечно, является очень ключевым и важным. И вот здесь Индия, например, обращается к странам Центральной Азии как раз тоже участвовать. Сейчас Индия разрабатывает в Иране порт Чабахар. Там Индия вкладывает очень большие деньги в реконструкцию порта, модернизацию этого порта. Потому что этот порт действительно, даже по сравнению с Бендар-Аббасом, через который раньше шли грузы, он является более выгодным, потому что он позволяет принимать более тоннажные суда, чем Бендар-Аббас. Вот. И сейчас в Индии, значит, поскольку Индия сейчас очень хорошо, сильно участвует в восстановлении Афганистана, и, естественно, встает вопрос Индии тоже доставки грузов в Афганистан. Пакистан опять закрыл Индии вот этот путь. И вот сейчас вот все поставки грузов в Афганистан будут идти вот через порт Чабахар. Но здесь Индия предлагает как раз, она сейчас идет в разговор о строительстве автомобильного сообщения и также железнодорожного
сообщения, если так, из Ирана до Мазари-Шариф, потому что от Мазари-Шариф в Узбекистан там есть там железная, до Термеза, да, есть железная дорога. А там Вот. уже и на другие страны Центральной Азии? Туда Ну уже да, и тоже может Кавказ выход на туда уже, Центральной да. Азии. Да. И, кстати, этот вопрос как раз по инициативе казахского министра вот, иностранных дел, он как раз рассматривался вот на диалоге, первом диалоге Индия-Центральная Азия в Самарканде в январе этого года. Вот. Так что здесь, конечно, очень большие перспективы, но здесь вот из-за того, что вот из Индии и Пакистаном у нас сложные, так сказать, у Индии и Пакистана сложные отношения, вот здесь возникают вот такие вот проблемы, трудности. И Пакистан сейчас продлил вот запрет на, по-моему, до 28 или 29 числа. Не знаю дальше, как будет продлеваться или нет. Вот. И, например, вот у нас сейчас предложено во время вот визита, конечно, была достигнута договоренность, и это отмечено в декларации, о проведении в 2021 году Года культуры и дружбы, значит, Индии и Кыргызстана в соответствующих странах. В Индии Год дружбы Кыргызстана и наоборот. Вот. Ну, правда, наш президент предложил еще в рамках этого фестиваля провести и, так сказать, называемый болливудский фестиваль. Но здесь у меня какие-то несколько сомнений. Конечно, если я ошибусь, я буду только рад, но у меня сомнения в этом деле, потому что... Ну, надо мечтать, детство. Нет, ну, мечтать, конечно, это хорошо, но когда мечты опираются на какие-то... Вот у нас нет нормального авиационного сообщения. Понимаете? Даже я, когда летал в Индию вот, по своим делам, это было в 2016 году, в мае месяце, назад, туда я летел, конечно, этим авиарейсом нашим, но назад я сказал, что я полечу казахским. То есть сложный вариант. Казахским. Во-первых, там, ну я не скажу, что там низкий уровень услуг, там вообще никакого сервиса нет. И представляете, чтобы приглашать сюда болливудских звезд, вот, и вести их тут на таком самолете, знаете, ну это... Ну, я думаю, может быть, что-то изменится к лучшему, ну, позитивно, да, правда, еще да. целый год там ждать, может там, быть, может даже больше, может что-нибудь поменяется, да. но хотя у меня сомнения. Евгений Николаевич, еще такой вопрос есть, вот, очень важный. Часть экспертов все-таки они говорят о том, что Индия, она вот, в 2012 году программу приняла. Давно, в принципе, ну, уже скоро 30 лет будет, как страна центральная, независимая, да. И Китай активно работает, мы видим, да, на площадках ШОС, и СВДМА, и через проект «Один пояс, один путь». То есть, как бы понятно, да. Даже Европа активно работает. Но вот все эти вопросы эксперты многие говорят, ну, вот Индия, говорит, она интересная страна в этом плане. Она говорит, в 2015 программу приняла соединение с Центральной Азией. Но прошло 7 лет, и в принципе, говорит, ну, некоторые вообще говорят, что Индия уже опоздала в Центральную Азию, уже другие игроки геополитически шли. Или это все-таки такое сильное привлечение эмоциональное? Как вы думаете? Нет, ну, в общем-то, да, оно, конечно, видится так, что действительно Индия, так сказать, очень медленно запрягает. Вообще, что касается вообще вот этих новых каких-то там рынков и прочее, и всегда Индия проявляет какую-то осторожность, особенно индийский бизнес. Но возьмите особенно наши регионы, особенно нашу страну, где у нас законодательство постоянно тут меняется, не успевают следить. Ну и уровень коррупции, конечно, тут очень большой. И, значит, вот это немножко заставляет задумываться индийскую сторону. Не знаю, я не хочу проводить примеры, там, как действительно коррупционные эти все моменты мешали вот нашему сотрудничеству. Да? Просто заголовки было. Такие вот, и читаешь даже там, Индия проспала Центральную Азию, там это, Индия, как всегда, опоздала. Нет, ну знаете, Индия, я бы не сказал, что Индия уже проспала, да, Индия все равно, в меру, понимаете, Индия сейчас тоже, она, так сказать, находится все-таки в стане развивающихся государств, и сейчас действительно, вот Нарендра Моди пришел, вот он действительно пробудил, так сказать. Индию, да? Пробудил Индию, да, и действительно сейчас индийская внешняя политика, индийская, так сказать, экономическая дипломатия стала более активной, вот, и более, кстати, активно работать на всех разных рынках. Но для Индии, как мне полагается,
все-таки на первом месте стояли отношения все-таки по другим направлениям. Во-первых, вот первые 4 года, 5 лет, вот Моди находился у власти, вот с 2014 года, 5 лет. Во-первых, он там затрачен много усилий на налаживание сотрудничества с Японией, с Китаем, там очень сложные вопросы. Вот, и там постоянно проходят эти пограничные конфликты. И вот здесь Нарендра Моди поставил задачу решить все-таки эти вопросы. Потом, Нарендра Моди направил очень много сил на, так сказать, на укрепление и развитие индийско-американских связей. Но вот, и, кстати, начало, да, было как-то хорошее, и были хорошие перспективы, но вот потому что сейчас то, что делает Трамп вообще в мировой политике, вот, он выбрал, так сказать, ну, он не политик, он бизнесмен, и он ведет себя как... А вот, кстати, американо-индийские отношения, сейчас мы видим напряжение, США угрожают санкциями. Да, и сейчас, это как-то отразится? Вот, мы помним, что сейчас идут американо-китайская торговая война. Да. И сейчас уже Трамп подключил к этому делу и Индию. Уже сейчас это все индийско-американские отношения тоже сейчас переходит в плоскость торговой войны, и, так сказать, Трамп там положил пошлины там на Индия сейчас недавно объявила на 26 позиций, значит, поднятия пошлин, и что тут уже начали страдать и сами американцы, потому что они поставляли арахис в Индию, а сейчас вот возникли проблемы, и, в общем-то, и вот и сейчас даже, скажем, когда Моди уже начал свой второй срок, вот для него стоят две первоочередные задачи. Это опять нормализовать отношения с Китаем и, в общем-то, нормализовать отношения с Соединенными Штатами Америки. И вот поэтому во главе внешнеполитического ведомства оказался нынешний министр иностранных дел. Вот, и вот он не является, так сказать, членом парламента, же не избирался, но как профессионал, он был послом в Китае, значит, работал и в Америке, и, в общем-то, ему поставлен Джайшанкар. Вот он в предыдущем составе был первым заместителем министра иностранных дел. Вот. И сейчас он, естественно, поднят до уровня министра иностранных дел. И вот у него задача как раз вот на этих двух направлениях. Но для Индии сейчас тоже очень важны регионы Африки. Потому что одновременно сейчас вот вместе с нашими уже там в Индию уже визиты африканские идут. Для Индии очень важен также регион Латинской Америки, потому что там тоже индийские вложения очень большие. Но Индия сейчас, в общем-то, решает поднять свои отношения с Центральной Азией. Вот сейчас вот, Моди совершил официальный визит сюда. Сейчас, возможно, будут визиты других лидеров центральноазиатских государств в Индию, вот, хотя уже были сразу визиты, но визиты будут. И здесь важно, что вот в связи с той ситуацией, которая в мире складывается, вот эти вот торговые войны, вот, и Индии сейчас приходится задумываться о торговых отношениях, о поставке продукции на свой рынок. Ведь, кстати, в понедельник вот Организация Объединенных Наций выпустила доклад о народонаселении. И, значит, в этом докладе говорится, что в 2027 году Индия уже превысит по количеству населения Китай. То есть больше 1,5 миллиарда? Да, а к 2050 году в Индии станет 1 миллиард 640 миллионов жителей. А в Китае прогноз строится как на 1 миллиард 400 миллионов. Вот. И вы представляете, что это надо кормить. И уже сейчас, почему-то он бьет тревогу, уже сейчас тот
так сказать, количество производимого продовольствия уже, в общем-то, не хватает на это количество. Я как-то читал за 2018 или 2017 год отчет, что население Земли уже за первые полгода 2018 года съело, так сказать, ту продукцию, которая, так сказать, произведена была в 2018 году. За весь год. И да, уже там, кстати, идет уже с запасов идет. Поэтому сейчас такие страны, и, кстати, таких стран они отметили, что 9 стран, которые к 2050 году увеличат свое население более чем наполовину от имеющегося сейчас. То есть это Индия, Пакистан, там Нигерия. Не, есть, ну да? там Нигерия, там Пакистан есть, да? Есть другие страны, я сейчас не буду их перечислять, их 9 стран. Вот. И в этой ситуации, конечно, Индия сейчас задумывается то есть о поставках продовольствия на свой рынок. Знаете, что сейчас в Индии засухи постоянные бывают, там очень сложный климат, да, там? Да, и тут, в общем-то, поставки продовольствия стоят вот на первом месте. И, кстати, вот здесь, и об этом говорилось на встречах наших лидеров, о том, что даже сам Моди говорил, что действительно в Индию привлекают вот ваши натуральные продукты, так сказать, экологически чистые. Тут и мед, тут и орехи, тут и некоторые фрукты. И даже он назвал и некоторую молочную продукцию нашу. Нашу. Так что здесь, я думаю, конечно, вот, учитывая все эти обстоятельства, конечно, важность региона, тем более он все-таки рядышком здесь лежит. Ну а те трудности, которые возникли, я думаю, что, конечно, будут преодолены. Вот здесь, конечно, на ШОС нужно было бы, вот мы же председательствовали на ШОС, и вот здесь, конечно, когда возник в феврале, в конце февраля вот этот конфликт между Индией, конечно, наше председательство, мы как председательство ШОС, и вот накануне, должно было, конечно, сделать какое-то заявление. Конечно, призвать своих членов, так сказать, ШОС, так сказать, в общем-то, быть сдержанным, ну, какое-то сделать вот это самое. Но этого не было сделано. И, кстати, во время ШОС была, кстати, благоприятная возможность для Моди и Имрана Хана, значит, побеседовать. Но, к сожалению, вот из-за того, что перед ШОС там возникло опять напряжение в Кашмире, как пишут индийские газеты, они обменялись только простыми любезностями. Привет, привет, там как дела, в общем-то, и все. Никакого даже хотя бы получасового беседы с ними не было. Ну, может быть, в будущем это будет сделано. Все-таки они только новые члены, все-таки Шанхайский дух, нет, площадка, но все-таки ШОС как-то должна все-таки содействовать, это что наши члены, вами, да. И какие-то заявления в этом случае как же призвать, то есть отметить нашу позицию нужно было здесь, сделать. Да. Евгений Николаевич, один такой вопрос маленький. Да, вот, является ли регион Центральной Азии приоритетом в геополитике Индии или нет? Ну нет, регион Центральной Азии, так сказать, приоритетом, конечно, не является, но я бы не сказал, что он где-то там на 20-х позициях. Вот. Но это, в общем-то, это приоритеты, скажем так, второго, третьего, так сказать. Ну это довольно много, это много. Ну, это да. Достаточно весомо, да. Вот, ну, сказать, что я вам уже озвучил приоритеты сейчас, вот, ну, Индия, это вот Китай, там, Соединенные Штаты Америки, там, значит, там в Африке, с Африкой там дела. Ну и, значит, в Латинской Америке, вот. Ну и вот регион все-таки, конечно, будет все больше и больше. И во многом это зависит и от нас. Ну да, от активности, как мы будем себя прилагать. К сожалению, вот такого у нас, к сожалению, даже вот наше министерство, ведомство, ну, не изучают своих. Сейчас же есть интернет, откройте сам по такое же министерство, как и в Индии, откройте. Ну, другая проблема, что тут английский язык нужен, а у нас, к сожалению, во многом, кстати, даже на госслужбе с этим большие проблемы. А вот Центральноазиатские республики, другие страны, вот Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, там, ну, Туркменистан, ладно, особый путь у нее. Нет, ну вот, по-моему, в каком же году, не в прошлом, но вот недавно был визит президента Узбекистана
в Индию. И там был подписан очень большой пакет соглашений на очень большую сумму. Казахстан это тоже, во-первых, значит, Казахстан даже вот предложил как раз на первом диалоге очень мощную программу по транспортному соединению вот этой центральноазиатской системы как раз и с выходом на порт Чабахар. На порт Чабахар, да. И Казахстан, он все-таки солидный. Другое дело, что вот, Таджикистан, Туркменистан и Киргизстан мы как-то в меньшей степени предлагаем интерес, но вот эти Узбекистан и Казахстан, конечно, это они больше представляют. Ну, во-первых, страны, они богаче по природным ресурсам, и тут нечего сравнивать. Но все равно, вот даже глядя на нынешний визит, мы видим, что даже вот наш маленький Кыргызстан своими, там, кстати, ограниченными ресурсами, но, в общем-то, тоже вот после того, как было объявлено, что у нас стратегическое партнерство, и все поняли. Вот, вы знаете, что открыто у нас сейчас, вот, Нарендра Моди объявила, что открыта кредитная линия 200 миллионов долларов. Это неплохие деньги, да? Вот так да, значит, для того, чтобы поднять вот, уровень, да, нашей торгово-экономические отношения. Вот, и как раз, вот, конечно, приезжали сейчас компании, они сейчас определили как позиции, и теперь нужно какие-то финансирование для того, чтобы развивать это сотрудничество. И вот эта кредитная линия, она как раз... Ну да, без финансовых инструментов невозможно да. Потом, поднять. значит, на бизнес-форуме были подписаны очень много, там, я даже где-то цифру видел, 1 миллиард там, долларов, вот уже наметки такие вот есть. То есть, как видите, то есть это показывает резкий всплеск. Скачок, да, и именно благодаря тому, что Кыргызстан и Индия подняли свой уровень на стратегическое партнерство. Ну, Евгений Николаевич, вот на такой позитивной ноте мы закончим сегодня передачу. Вам большое спасибо. Все-таки вы так хорошо рассказали про кыргызско-индийские отношения. На этом программа «Саясат Хасаяка» завершилась. До свидания.